В Башкортостане в минувшем октябре произошло более 500 пожаров. В них погибли 12 человек. В чем причины несчастья, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Андрей Зайцев, это руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня говорим о том, что у нас в октябре произошло более 500 пожаров и погибли 12 человек. Если в целом говорить о статистике в этом году, какая она? Да, если брать статистику с начала года, то произошло в Республике Башкортостан 6821 пожар, на которых, к сожалению, погибли 173 человека. Из них, к сожалению, это 12 детей. Еще 169 человек получили травмы различной степени. Это вот такая статистика. Несмотря на такие большие цифры, мы наблюдаем снижение количества пожаров, но при этом вот как раз сейчас наступил уже осенне-зимний период, когда люди холодно на улице, начинают топить сильнее печи, электропроводку, включают обогреватели, и вот как раз вот это все вместе, это у нас приводит и к увеличению пожаров, и гибели на них людей. Вот основные причины возгорания какие? Основные причины, более 50%, это все-таки неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении. На втором месте идет это у нас неправильная эксплуатация электросетей, электрических обогревателей, электропроводки и неправильная установка и эксплуатация печей. Вот это вот основные три причины пожара, которые являются на которых гибель людей происходит. Вот на что нужно обратить внимание, когда при эксплуатации оборудования, когда у тебя... Как понять, что проводка прохудилась? Ну вот, например, если брать проводку, то есть если вы живете в старом доме и проводка никогда не менялась в нем, то вы знаете, что она уже ветхая. Вот. И не нужно включать все обогреватели, электроприборы все одновременно. То есть, получается, она не рассчитана просто на такое количество, на такую нагрузку. И может произойти короткое замыкание. Где-то проводок прохудился чуть-чуть, все, и вы включаете микроволновку, обогреватель, духовку, стиральную машину. И все, это все дает электричество, ток, и может произойти воспламенение, пожар, короткое замыкание. Если обогреватели оставляете, не оставляйте их без присмотра. Не доверяйте это детям. Если вы уходите из дома, обязательно выключите его. Даже если на короткий срок в магазин пошли, обязательно выключите. И, конечно же, не используйте самодельные электронагревательные приборы, которые в любой момент вы не знаете, когда это может вспыхнуть, произойти. То есть на это все обязательно надо обратить внимание. Вот вы говорите о проводке. Мы же сейчас имеем в виду не только частные дома, жилые дома, но и многоэтажки. Конечно. Это относится и к многоэтажным домам. Проводка у всех разная. Когда построен дом, тоже дома у нас и в городе, и в Уфе есть и старые постройки. У кого-то заменена. Лучше всего заменить, конечно же, электропроводку. Если уже не заменены, но вы знаете, что она вот такая старая, вот тогда примите такие меры, что не включайте сразу всю проводку. Лучше всего заменить. Какие еще есть меры безопасности? Вот вы говорите о том, что нельзя оставлять обогреватели, когда сами отлучаетесь от дома, а остаются дети. Как детям объяснять? Лучше выключить обогреватель. Или же научить детей, во-первых, нужно научить детей, как вести себя при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации. Допустим, пожар. Если вы оставили обогреватель, дома холодно, никак нельзя выключить его, дети находятся. Если вдруг произойдет пожар, расскажите, чтобы ребенок умел вести себя при пожаре. Потому что основная причина гибели детей на пожаре – это неумение вести себя правильно. То есть они могли в любой момент спастись, эвакуироваться, просто выбежать из помещения. Но они растерялись, паника настала, и они не знали, что делать. А если ребенок будет знать, что делать, допустим, если загорелся тот же самый обогреватель, нужно просто одеялом накрыть его, выключить из розетки, накрыть одеялом и уже спокойно позвонить в пожарную охрану или эвакуироваться. То есть ребенок обязательно должен знать. Но не просто на словах. Вы сделайте действие, проиграйте с ним эту ситуацию. Или, например, на плите, если ребенок готовит кушать, загорелось масло на сковородке, как ее, можно ли водой тушить? Нельзя, водой ни в коем случае не тушим. Закрываем крышкой или уже на крайний случай горшок с цветами прямо землей засыпаем, все, пламенение остановлено, возгорание установлено. Это должен знать обязательно. И не только ребенок, но и взрослый, потому что взрослые тоже могут растеряться. Если говорить об эксплуатации печного оборудования, там тоже есть нюансы, которые важно помнить и знать.
Да, конечно же, перед отопительным сезоном нужно печь обязательно прочистить, дымоход прочистить от сажи, потому что она может воспламениться в любой момент, когда не перекалывать печь обязательно, потому что не закидывать туда сразу стопку дров и забывать уходить, и только когда нужно помыться, прийти, нужно за этим следить. Не доверять топку печей детям. Потому что они любознательны, интересны, им охота там что-то поиграть, и они могут просто получить ожоги себе. Также обязательно должен установлен быть притопочный лист. Минимальный размер 50 на 70. Это чтобы, если когда дерево догорает, чтобы уголь не упал на горючий материал. И баня также не загорелась. За всем этим надо следить обязательно. Сейчас есть один из таких моментов, да, мы с вами говорили о том, что осенне-зимний период, он опасный с точки зрения пожаров, но сейчас еще и наступают холода, и у нас появляется лед на реках. Вот здесь тоже есть какие-то нюансы. Да, и лед начинается покрывать озера, реки чуть попозже, потому что там течение, рыбаки устремляются туда. Вот основной провал, кто у нас проваливается под лед? Это у нас рыбаки и дети, которые играют рядышком со льдом, которым интересно, как он там трещит, как он ломается. Это все любознательно, они ногой проверяют это все, и лед проваливается. Поэтому с детьми мы обязательно родителям говорим, проговариваем, что нельзя выходить ни в коем случае на тонкий лед, ни в коем случае не кататься на нем, на санках, на коньках на этом льду. Рыбакам, пожалуйста, потерпите. Вот как только лед будет безопасный, это примерно от 7 до 10 сантиметров толщина льда, лучше 10, после 10 сантиметров уже можно выходить на лед. И обязательно выходить на лед не всей кучей. То есть должно быть расстояние выдержанное, там 5-7 сантиметров, метров друг от друга. Выбирать те места, где лед наиболее прочный. Как узнать? Лед, он такого голубоватого оттенка будет. Это у нас плотный лед. Если он желтым оттенком, пористый, молочного цвета, это значит у нас хрупкий лед. И он чем опасен? Потому что он проваливается без характерного треска. То есть нет вначале не трещит, а сразу моментально проваливается. Опасно ходить там, где у нас есть растительность какая-либо. Это камыши, ветки какие-то или же быстрое течение. Там в этих местах обязательно будет тонкий лед. Поэтому знайте это и будьте безопасны. Андрей, еще один вопрос. Заработало приложение, насколько я понимаю, которое разработано именно с МЧС. Расскажите, как им пользоваться? В каких случаях можно обращаться? Ну, вообще, приложение МЧС России, у нас есть приложение МЧС России, приложение 112 от Республиканского госкомитета РБПЧС. Приложение чем полезно? В нем есть памятки, как раз вот как вести себя в любой экстремальной ситуации. То есть оно работает без интернета, можно зайти, почитать, пройти тест. То есть вначале ты проходишь, потом можно себя проверить, пройти, как вести себя, например, тот же тонкий лед, если провалился под лед, если случился пожар, для детей безопасно, даже если у человека потекла кровь из носа, как себя вести, что нужно делать. Вот. И также есть туда пуш-уведомления. Так же, как МЧС присылает сообщения вам, но сообщения они могут доходить чуть позже, поэтому пуш-уведомления они приходят сразу. Также о беспилотной опасности, о всяких неблагоприятных погодных явлениях, тот же самый туман, гололед, дождь, это все туда приходит. И также можно вызвать экстренную службу по этому приложению и отправить свою геолокацию. Если вдруг потерялись, в любой момент можно отправить и в службу спасения, и, например, своим знакомым. Приложение работает только находясь в сети интернет? Приложение оно работает не в сети интернет, но пуш-уведомления, которые будут сообщения, они должны приходить с интернетом, когда есть интернет. А вообще оно работает просто как можно в любой момент зайти, почитать, ознакомиться с памятками, узнать про все, как вести себя, и запомнить, и проверить себя, главное. То есть достаточно скачать это приложение, оно называется МЧС, правильно России, понимаю? Да, МЧС России или 112 в любом приложении, которое скачивают на Android, на iOS, все и везде есть. Скачать, оно бесплатное. Мы с вами говорим о таких достаточно стандартных ситуациях, да, внештатных. Это и пожары, тонкий лед. Но есть еще сейчас и такое, как именно беспилотная опасность. Вот как себя вести, если пришло такое сообщение? К сожалению, да, наша республика также столкнулась с этим. Как вести себя? И при поступлении сообщения не нужно паниковать, не нужно искать, куда убежище, укрыться. То есть ознакомьтесь, посмотрите в окно. То есть включите телевизор, посмотрите, зайдите в приложение МЧС России,
посмотрите, если ничего там нету, все, спокойно, ждем. Может быть, эта опасность введена где-то на краю республики. Вы находитесь в другой части республики, то есть нечего вам переживать. Но вы должны быть бдительны, то есть не выходить на открытую площадку. То есть лучше сидеть дома, если вы дома. Если вы находитесь на улице, лучше найти какой-то магазин зайти или там в подвал спуститься. Не в подвал, а в пешеходный переход спуститься. То есть не быть на открытом месте. Если вдруг беспилотник упадет где-то, произойдет от него взрыв и какие-то, может быть, осколки. Вот чтобы вас эти осколки не задели. То же самое нельзя подходить к окну, когда, вот, например, видно, что уже летит, допустим, нельзя подходить к окну, потому что он также может взорваться, и стекла могут вас повредить. Поэтому самое главное — это не паниковать, читать новости, смотреть и зайти в МЧС России, приложение почитать, посмотреть. Зайти на сайт Главного управления. Мы часто публикуем информацию, как вести себя, ознакомиться, ну и детей научить. В любой ситуации, я из нашего интервью поняла, важно сохранять спокойствие и себе, и учить детей, каким образом нужно поступать в той или иной внештатной ситуации. Самое главное — рассказывать, что они есть, и понимать, как себя в них вести. Это точно. Андрей, спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Еще раз рассказали о том, как нужно вести себя, что нужно делать и сохранять спокойствие. Спасибо огромное. Пожалуйста. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Андрей Зайцев, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.